Способность человека пользоваться двумя или несколькими языками в любых жизненных ситуациях называют многоязычием. Большинство людей в современном мире становятся многоязычными, так как перед ними открываются более широкие возможности по сравнению с теми, кто владеет только родным языком. Ребенку овладеть языком легче. Ему помогают естественная любознательность и острота восприятия. Он не боится ошибиться. Чем младше ребенок, тем шире его возможности во владении вторым языком. Фактически многоязычное образование – это инструмент повышения качества образования, так как если повышается способность ребенка воспринимать предмет на любом языке, на родном языке, на втором и на третьем, то, естественно, повышается и качество его знаний. Многоязычное образование означает использование двух и более языков для обучения учащихся. Оно начинается с развития родного языка и постепенного добавления других языков. Многоязычное образование еще почему важно? Потому что в нашей стране живет много разных народностей. И именно эта система позволяет всем предоставить равный доступ. Это во-первых. Во-вторых, знание разных языков, оно позволяет человеку развивать себя и повышать свою квалификацию. И третье, это, естественно, многие родители на самом деле поддерживают эту методику, и в рамках этого проекта в том числе разрабатывается методику, которую мы планируем потом в расширенном формате накладывать на всю систему образования. Многоязычное образование предусматривает частичное или полное погружение в языковую среду. К этой программе можно присоединиться на любом из 3 уровней. Программы раннего погружения, начало обучения с детского сада или 1-2 класса школы. Программы среднего погружения, обучение начинается в 3-5 классе. Программы позднего погружения, начало обучения в 6 и более поздних классах. В Кыргызстане в рамках пилотного проекта по внедрению многоязычного образования администрация школы может выбрать для себя подходящий этап языкового погружения. Когда школа говорит о том, что вот у нас есть параллель классов, которые обучаются на русском языке, есть параллель классов, которые обучаются на киргизском или еще на других языках, это не многоязычное образование. В любом случае модель в этих школах, которые употребляются, это одноязычное образование. Естественно, и при такой модели ребенок может освоить язык, другой язык, например, если он обучается на русском языке, он может в рамках учебного предмета выучить и киргизский язык, и английский язык. Но, естественно, это не дает возможности изучить языки на хорошем академическом уровне. Академический уровень подразумевает не только говорение, да, и понимание языка, но и чтение, и письмо. В этом отношении многоязычное образование имеет преимущество, так как интегрируя преподавание предметов и языка, язык действительно развивается на более высоком уровне. Дети в многоязычных классах обучаются по такой же программе, как и в обычной школе. В многоязычных классах языки изучаются как предмет. Но также дети языками овладевают при изучении других предметов, например, физкультуры и музыки, математики и географии, истории и других предметов. Для создания эффективной многоязычной среды в школе широко используется внеклассная и внеурочная работа. Мировая практика показывает, что именно многоязычное образование позволяет воспитать граждан, которые владеют несколькими языками. Это, естественно, повышает конкурентоспособность наших граждан и в будущем развитие нашей страны. Языковые программы по погружению во второй язык первоначально были внедрены в 1965 году в канадском городе Монреаль. Целью было создание условий для англоязычных учащихся во владении французским языком. Канадская модель языкового погружения получила широкое распространение и была реализована в ряде стран, в том числе Финляндии, Японии, Австралии, Испании и США. Изучение опыта и практики многоязычного образования в Латвии, Эстонии, Казахстане, Грузии помогает Кыргызстану разработать и внедрить собственную систему. В нашей стране используется обогащающая модель. В качестве целевых языков используется кыргызский язык, русский язык и один международный. Предлагаемая модель многоязычного образования соответствует Конституции, законам Кыргызской Республики о государственном языке, об официальном языке. Мировой опыт показывает, что внедрение многоязычного образования создает условия для построения единства народа и укрепления межэтнических отношений. Bizim Kırgızstanda көп тилдүүлүк маселеси азыр олуттуу коюлуп жатат.
Бұл үшін атайын мемлекеттік тілді өніктіру бойынша ұлттық программа қабыл алынған. Ошол ұлттық программада біз ошол көп тілділік мәселесін қойылып, ошол бекілген. Бұл біздің стратегиялық өсіп-өнігімізде жазылған. Көп тілділік бізге эмнени берет? Көп тілділік бірінші кезекте біз башқа да өзіміздің ғана дүниемізде қамалып қалбай, бүткіл дүние менен байланышыбызды күчөтүүгө ең чоң таасир берет, ең чоң курал болуп берет. Биздин келечекте Кыргыздын жарандары ең биринчи өзүнүн мамлекеттик тилде ең сонун билип, сайрап, сүйлөп турса дейбиз. Экинчиден, ошол эле кезде бизге азыр ең керектүү болуп жаткан тилдердин бири, чет тилдердин бири бул орус тили. Многоязычное или билингвальное образование обеспечивает понимание ценности многообразия общества и формирование навыков межкультурного общения и толерантности. Многоязычное образование в Кыргызстане является добровольным, и решение об участии в этой программе принимается совместно с родителями ученика, администрацией и педагогическим коллективом школы. Такие вопросы решаются коллегиально, не только внутри коллектива школьного, педагогического, и обязательно в обсуждении участвуют и родители, и представители районного округа, чтобы они потом тоже нас поддерживали, понимали нас. Поэтому все вот такие вот решения принимаются коллегиально. Для внедрения многоязычного образования школа должна быть готова к новой системе и соответствовать следующим требованиям. Мотивация участия в апробации программ многоязычного образования. Ответственность школы за внедрение многоязычного образования. Поддержка многоязычного образования родителями и местным сообществом. Мугалимдердин методикалык потенциалы да абдан жогору болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, мугалимдердин тил компетенттүүлүктөрү дагы жогору болуш керек. Алар кыргызча жана орусча эркин сүйлөп, эгерде деңгээлдер боюнча алсак, анда жок дегенде эле бир же B2 деңгээлде кыргыз тилин жана орус тилин билиш керек. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан ар бир мектепке биз окуу планын көп тилдүү билим берүү программасы боюнча түзүп жатканда, биз кандайдыр бир деңгээлде эркиндик берип жатабыз. Мисалы, азыркы биринчи учурда кандайдыр бир предметтерден баштап, андан кийин бир астан кийин даярдык этабы өткөндөн кийин акырындык менен, баскыч менен башка бир предметтерди кошконго. Существует 5 этапов по планированию внедрения многоязычного образования в школы. Первый этап – анализ ситуации в сообществе. Второй этап – определение целей программы многоязычного образования и ожидаемых результатов. Третий этап – анализ ресурсов. Четвертый этап – определение задач и разработка детального рабочего плана. Последний, 5-й этап – разработка плана мониторинга и оценивания. Когда написали проект и сказали, мы вот хотим работать, но когда нам, сказали о том, какая подготовительная работа будет проводиться, она стала проводиться поэтапно, потому что, оказывается, без встречи с родителями, без анкетирования, встречи с родителем, выслушать разные мнения, оказывается, нельзя начинать данный проект. Поэтому мы, когда определились с определенными классами, мы пригласили этих родителей. Конечно, мы пригласили совет школы, вот те, которые во всех вопросах принимают участие, обязательно их. Вместе с нашими партнерами, которые реализуют данный проект, мы провели большое родительское собрание, на котором было действительно очень много вопросов и предложений, рекомендаций, разное мнение было, но большинство, они, наверное, видят, все-таки и мы, и те, которые внедряют, и те, которые что-то хотят узнать новое, все-таки нашли то новое, и мы пришли к тому, что мы будем данный проект внедрять, а дополнительные предложения и рекомендации по поводу внедрения каких-то других языков, мы решили, что это должно быть, но на последующих этапах. Сейчас мы взяли основу там, где мы берем государственный язык и официальный язык.
Образовательный комплекс номер 69 имени Чингиза Айтматова, которая находится в Карасуйском районе Ошской области, начала подготовку к внедрению многоязычного образования еще в 2010 году. Сейчас в школе существуют обычные классы и классы, работающие по программе многоязычного образования с 1 по 11 класс. Родители имеют возможность выбора. Они могут отдавать своих детей и в многоязычные, и в обычные классы. Учащиеся многоязычных классов этой школы не жалеют о своем выборе, гордятся своими достижениями в учебе. В один раз я когда пришел на тренинг, там оказывается, ребята из разных наций. И я говорил только на одном языке, там, можно сказать, на русском, и остальные ребята не знали этот русский язык, потому что у меня там был языковой барьер. После того, как из-за этого я пришел на бингвальное обучение, после того, как я учился в бингвальном обучении, можно сказать, что этот барьер рассеялся. Я мог говорить на узбекском, на кыргызских языках, так как я учился на кыргызском, на узбекском, у меня не было проблем. Из-за этого сейчас у меня много друзей на разных национальностей, я свободно говорю на кыргызском, на узбекском, на русском языке. Переход к многоязычному образованию – это серьезный шаг. Школа, помимо желания, должна иметь подготовленных учителей, а также условия для их профессионального развития. Согласно информации Министерства образования и науки Кыргызской Республики, в конкурсе по всей стране участвовало 214 школ, и по результатам победило 39 школ. Вся история внедрения многоязычного образования началась в 2011 году, когда делегация Кыргызстана в составе директоров школ, представителей Министерства образования, администрации школ были на научно-практической конференции в Казахстане по внедрению многоязычного образования. Там мы много увидели, нам безумно все понравилось. И вот такие вдохновленные мы прибыли в мае месяце на места в школы и стали работать в этом направлении. Многоязычное образование является потребностью современного общества. При планировании программы многоязычного образования в каждой школе учитывается много факторов. Проводится анализ ситуации, изучаются потребности учащихся и родителей, возможности педагогов. Особенности нашей модели заключаются в том, что мы выполняем прежде всего заказ родителей. А родители нас очень просили, чтобы их дети владели на академическом уровне по окончании 11 класса и государственным языком кыргызским, и официальным языком русским. Ну и, конечно же, один из иностранных языков – это английский или немецкий. Многоязычные программы в Новопавловском учебном комплексе разрабатывалась с учетом опыта таких стран, как Финляндия, Латвия, Эстония, Казахстан, где система уже работает и приносит положительные результаты. Один из факторов успеха в этих странах состоит в том, что подготовка к многоязычному образованию начинается с детского сада. У нас была создана экспериментальная группа по внедрению именно в садике. Сейчас эти дети уже, начали мы с 2-летнего возраста, сейчас этим детям уже по 5-6 лет. Потом мы перешли, параллельно мы затронули и начальную школу. В январе 2012 года мы стали внедрять в 1 классе. Такие предметы, как физкультура, ритмика, рисование, мы стали вводить частичным погружением во второй язык. То есть для кыргызскоязычной параллели это был русский язык, а для русскоязычной параллели это был кыргызский. И так параллельно мы ввели. Согласно нашей модели, каждый год у нас прибавлялся по одному предмету. Во 2 классе добавилось родиноведение, в 3 этика, и на сегодняшнем этапе у нас ведется математика на билингвальной основе. Поэтапное внедрение предметов на вторых языках помогает ученику постепенно адаптироваться к новой системе. В 1-2 классе на 2 языке рекомендуется проводить такие предметы, как физкультура, рисование, музыка. Они создают возможность для развития коммуникативных навыков учащихся. Далее на многоязычной основе могут преподаваться такие предметы, как родиноведение и этика. А в 5-9 классах на 2 языке можно изучать математику, физику, химию, историю, географию. Жогорку класстардан биз 5-6, 7 класстан да алдык. Информатика сабагын, эмгек сабагын. Кадр маселесине байланыштуу биздин мектепте информатика сабагын, эмгек сабагын орус тилдүү мугалим берет. Анан бул жерде толук бойдон ошо орус тилине уш сабактар өткөрүлөт. Информатика сабагы, эмгек сабагы, анан дене тарбия сабагын. Кыргыз класстарында. А орус класстарында азыр физкультура ошо дене тарбия сабагы кыргыз жана орус тилдеринде өткөрүлөт. Бирок бул орус класстарында толук бойдон кирген жок бул тил.
частичное погружение бойынша өтіп жатабыз. Некоторые школы до начала пилотирования многоязычного образования, стараясь решить кадровые проблемы, двигались в этом направлении. Нехватка учителей-предметников порой решалась следующим образом. Для выполнения учебного плана администрация школ находила учителей-предметников, которые могли вести уроки на кыргызском или русском языках. Естественно, такие школы нуждаются в методической поддержке, поэтому для них проводятся семинары-тренинги, оказывается консультационная помощь. Мында биздин программа менен мурдатан бул биздин муктаждыгыбызда бул мектептенчи. Ошондуктан бул программа менен биз өтө үндөшүп, максатыбыз ширелишип бир болуп калды да. Ошондуктан бул программа киргени мен үчүн өтө жардам болду да. Мен кайдадыр издеп жүргөнмүн да. Ушул билимдерди, мен билимдерди алдым. Ошол билимдерди эми ушул класстарга мен иштетип жатам. Жана коллегаларым дагы, кесиптештерим дагы менден үйрөнүп, жана өздөрүнүн практикасынан, тажрыйбасынан алып эле ушу ата-энелердин муктаждыгынан, окуучулардын муктаждыгынан алар өздөрү берип жатышат да. Школа имени Абдувоитова в городе Наукат Ошской области одна из первых начала практику многоязычного образования. Ранее обучение проводилось только на узбекском языке, а сейчас используются 3 языка – узбекский, кыргызский, русский. Многоязычное образование требует от учителей эффективного применения методики преподавания вторых языков и методики интегрированного обучения предмету и языку и создания многоязычной среды в школе. Стены в школе и в классах должны стать говорящими, то есть они должны в буквальном смысле стать опорой для учащихся при овладении языками и в приобщении к разным культурам. Учителя школы Абдувоитова творчески подходят к созданию многоязычной среды. Например, учитель кыргызского языка организовала специальный стенд в классе в виде юрты, в которой ученики могут видеть предметы, являющиеся частью кыргызской культуры, и тем самым изучать язык в специфической атмосфере. Бүгүнкү күндө мына эми 3-4 класстан бери балдарыма, окуучуларыма эч кандай башка өзбек тилинде кошумча түшүнүктөрдү бербесем деле балдар кыргыз тилинде эркин түшүнүшүп, эркин сүйлөшүп калышты. Аны мына ошол мен өзүмүн жемишим деп эсептеймин. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү көп тилдүүлүктүн мектептерге көп тилдүүлүктүн кириши дагы бул чоң бизге жардам катары болуп жаткан иштер болуп жатат. Бул көп тилдүүлүк аркылуу биз балдардын келечеги, дүйнө таануусунун кеңейиши бул бизге өтө чоң натыйжаларды берет деген үмүттөмүн да. Дети, обучающиеся в этом классе, рассказывают наизусть отрывки из эпоса «Манас», стихи известных кыргызских поэтов и умеют петь песни. Солго буру, артқа буру. Андай эмесе биз сабакты баштайбыз. Эми болсо балдар агайыңар менен жаңы темага өтөбүз. Так, дети, сегодня, значит, с вами пойдем технику, значит, передачи волейбола, значит, сейчас мы, значит, с вами проведем элементы небольшими упражнениями. Биз силер менен волейболду бөлүп көтөрүүнү үйрөндүк. Сага. Үйренүүдүк, ладно, да? Лиза. Кандай? Сага бөлүгүлөр жактыруу. Сага? Оюнга жактыруу. Оюнга жактыруу. Молодец. О, молодец. Бүгүн сабакка абдан жакшы катышып бердиңер. Анда азыр сабактын аягында биз кантип коштошобуз? Я думаю, что это очень хорошая практика вот таких многоязычных классов, школ, потому что, во-первых, она не уникальна, так сказать. По всему миру существует очень много примеров, которые работают не только, скажем так, десятилетия, да, а даже столетия, когда несколько языков, которые с детства, начиная с детского сада и школы, в этой среде ребенок вращается, они прививаются ребенку, то фактически это расширяет его возможности. То есть я думаю, родители это понимают. Именно поэтому такой интерес
у родителей отдавать ребенка, вот, скажем так, либо в школу, где практикуется иной язык обучения, либо государственный, либо официальный, либо в школу, вот, в классы, где есть как раз такая модель многоязычного образования, параллельного. Я считаю, это очень хороший пилот, вот в рамках проекта он был применен, есть основания для того, чтобы его расширить на масштабы Кыргызской республики, на систему образования. Не существует идеальной модели многоязычного образования, которую можно было бы применить в любой среде и ситуации. Успех программы зависит от целей и компонентов программы с одной стороны и ресурсов школы и общества с другой. Бул долбоор азыр алгачкы натыйжаларын берип жатат. Ушул долбоордо иштеп ушул долбоордо окуу процессин жүргүзгөн мектептерден алгачкы студенттер биздин окуу жайга келип окушуп жатат. Алар бир эле мезгилде орус тилин дагы, кыргыз тилин дагы, өзүнүн эне тили болгон тажик тилин дагы, өзбек тилин дагы эң мыкты билип атат. Анан эң негизгиси булар элдердин ортосундагы достукту сактайт. Башкача айтканда, конфликтти алдын алып жоюуга жакшы жардам берет. Кудай бизди ар түрдүү кылып жараткан. Ошол ар түрдүүлүгүбүздү сактоо менен биз баалуубуз. Ар түрдүүлүгүбүздү биз урматтоо менен баалуу өмүр сүрөбүз. Андыктан бул долбоор мына ушул максатты көздөйт. Ошондуктан бул долбоордун келечеги абдан чоң деп эсептейм. Проект многоязычного образования в Кыргызстане появился сравнительно недавно, и процесс внедрения данной системы в школы все еще продолжается. В рамках проекта планируется внедрить многоязычие в 56 общеобразовательных школах и 5 дошкольных организациях. Школам предстоит менять подход к развитию педагогов, также развивать необходимую ресурсную базу. Но самое главное, внедрение многоязычного образования будет оказывать влияние на всю культуру школы. Будут изменены учебный план, организация учебного процесса, методика преподавания, сотрудничество учителей, внутренний климат школы, отношения с родителями. Программа многоязычного образования может принести очень важные и позитивные результаты, но для этого требуется время.